Дуруд, салом и здравствуйте, привет всем зрителям и слушателям, которые видят и слушают. Сегодня опять будем говорить на русском, чтобы понимали русскоговорящие, русскопонимающие люди. Да, я не учитель русского языка, я не русский. Язык русский для меня абсолютно чужой, но я стараюсь говорить, чтобы хоть с акцентом, чтобы русскопонимающие люди что-то понимали. Всем зрителям, всем, кто следит за мой канал, спасибо отдельно. Кто подписывается, кто подписывал уже, подписывался. Всем спасибо огромное, что поддерживаете. Я тоже, как и вы, человек, у меня тоже есть свое мнение, которое я разделяю свое мнение с вами открыто. Вчера официально объявляли, что Жириновский, один из политиков, в кавычках, который шоумен в политике, скончался. Я хотел искренне соболезнование мое всем его родным, близким, внукам, детям, которые живые они. Действительно, для них какой бы он, для нас он какой бы человек не был, для них он отец был, для них он дед был, для них он был их семья. Да, мы видим всех, кто-то радуется, но никто не печалится, кроме их семья. Действительно, это мое мнение, что на чужой горе радоваться, это не мой стиль. Для меня он был, например, хоть политическим клоуном, да, скажем, язык Кремля, Кремль, но для своей семьи он был человеком. А для меня в том числе тоже он был человеком такой, хоть клоун, но и человек. Никогда не радуйтесь на горе чужого человека. Действительно, это не по-человечески. Но от того, что он сделал, он ради деньги, где-то, может, он сам не понимал, что будет дальше. Но мы прекрасно все знаем, его спонсоры были тоже. Он двойной играл и на Западе, и на, скажем, в последнее время уже был зависимый от Кремля. Он то, что он сказал, то, что говорил он на свои выступления, он был в курсе об этом дела, просто никто не мог это говорить, а он говорил открыто. Поэтому я еще раз искренне соболезную все его семья, которая в данный момент есть. Для них действительно горе, больно сейчас в данный момент.
Если так брать, это ЛДПР, это партия, действительно экстремистическая партия была, террористическая, людей готовил в террор. Теперь я думаю, что этот будет урок не только партии ЛДПР, а остальным партиям, которые есть на всем свете, которые хочет править, работать. На вышестоящие поста. Жириновский всегда орал, кричал, что они будут брать весь мир. Весь мир будет под их ногам. Они будут растоптать весь мир. Весь мир будет молиться. Теперь смотрите. Жириновский за всю свою жизнь завоевал, скажем, его победа 2 метра земля, который там будет гнить, там его будет не ядерная, не атомная бомба, там будет его жрать червей, который маленький червей, он не может себе безопасить, сохранить, спасать от этих маленьких червей, который будет его там жрать. Тот человек, который всегда орал, кричал, что мы берем Запад, мы берем Америку, мы берем там, мы будем брать тут, мы будем это на колени посадить, мы будем другого, все они будут целовать наши ноги, мы будем растоптать их. А теперь сам Жириновский будет лежать под ногами обычного, может быть, какой-то русского алкаша, который просто придет туда, на его могилу, будет сыт, писит просто, какает там. И не может он себе спасать даже от этого. В этом мире много людей были, которые управляли. Очень много людей были. Были и жестокие люди, были и добрые люди, были средние люди, разные были. Извиняюсь, немножко солнце, я просто так делаю, так? Много людей были. В конце они не могли спасти себя от маленьких червя, которые их жрали. Ну и нас тоже. И мы тоже себе так не можем защищать от маленьких червей. А просто мы будем кричать, орать. И Жириновский сколько денег зарабатывал за это шоу. Он не мог с собой забрать 100 рублей там и не мог тратить себе на тот свет. Потому что там это бумага, это золото, это богатство не годится. Никому это не нужно. Продал свою родину за деньги человек, реально. Он использовал психологию народа, как будто они патриоты свою родину, русские на свете самые могущие, русским все дозволено сделать.
а остальным нельзя ничего делать. Мы русские, а весь русский не мог спасать одного Жириновского. Но он, в конце концов, покинул этот мир. И в том числе это касается Владимира Владимировича Путина. Хоть бы ты что ни делал, что бы ты ни делал, без разницы, что ты делаешь. Когда придет момент, время, тебе ни ядра не спасает, ничего не спасает. Ни твоя медицина самая лучшая на свете, как вы хваливаете, ни твое лекарство, ни твое оружие, ни бомба, ни армия, никто тебе не спасет. Даже в последнее время вот это маленький червей будет тебе жрать. И ты даже от этого себе не можешь спасать. Поэтому в мире останется два вещи от человека. Один — доброта останется, который всегда тебе люди будут вспоминать, что ты был человеком, который из-за тебя будет молиться. Когда вспоминают тебе, людям становится грустно. Это то, что ты делаешь, какой-то доброту оставляешь за собой. А второй, то, что ты делаешь, останется. Когда люди вспоминают, когда так какой-то вещи творится, вся будет проклинать тебе. И твоя семья, как семья Гитлера. Родные твои даже стесняются сказать, что они твои родные. Им будет до того стыдно. Не только твои родные. Из-за тебя русские сейчас стесняются сказать себе русским. Понимаете? О чем идет? Вот это вот останется. Это пятно, которое Путин сейчас делает, это может и столетиями останется. Столетиями русский народ будет стесняться от того, что молчали, до того, что дали шанс тебе, чтобы делать это. Или слушали, или выполняли приказ твой. На весь русский народ будет это такое большое пятно, которое несмываемое пятно. Есть люди, которые уже нету на этом свете, были люди. Сейчас люди с гордостью вспоминают, люди гордятся, что хотя бы такой человек был с его родины, да? Хотя бы был с его нация, да? Он гордится. А то, что ты наворовал, накопил, ты ничего не можешь забрать. То, что кушаешь за один день, 3 порса, шашлык или что-то, я тоже этого кушаю. Хоть у тебя есть миллиард, а у меня ничего. Ты ездишь на том же Мерседесе, ну просто класс люкс немножко новый, а я тоже еду на этом Мерседесе, который, ну класс люкс ниже, ну может быть. Но я эти деньги зарабатывал, купил
своими трудами день и ночь не спал, поставил себе цель, чтобы купить себе Мерседес, работал, купил. А ты просто это наворованные деньги купил. Людей, которые бабушки, дети, которые умирали на больницах от нехватки аппаратов, от нехватки лекарства, да? Ты за это деньги купил себе дворец, строил, машину купил, ездил на самолеты, настолько охрану тратил. Но в принципе жизни мы живем одинаково, ничего не отличаемся. Я более свободно живу. Я не боюсь в окружениях. Я могу ходить с друзьями, сидеть на любой ресторан, который хочу, или где-нибудь. А ты этого не можешь делать. Значит, считайте, ты живешь ниже меня, а не выше. Ниже меня живешь. Ты мог бы это тратить на экономику свою страну, ты мог бы это делать светящую свою страну, ты мог бы на образование тратить, ты мог бы на строение что-то, там автомобиль какой-то там было, да, тратить, на новые технологии. Ты мог бы спокойно оставаться не на 3, не на 4 срок, не на 5. Ты мог бы оставаться на 100 срок, который у тебя есть в жизни. Это показывает и доказывает. Есть такие страны, которые арабские, например, страна, я имя забыл. Есть сторона, есть один страна, который, его президент, этот пожизненный президент. Почему? Потому что у него даже своего собственного дома нету. Он не строил себе хотя бы один дом. У него то, что есть, одна машина правительственная, и то, где он живет, один дом правительственный. Все. Он там и живет. Он пожизненный президент. Никто его не сменяет. Там просто есть парламент, глава парламента, выбирается кто-то глава, но он президент. Без его окей, без его что-то, ничего не будет. Желудка-то у людей вот такой. Я не знаю, голова, мозг какой у них. Просто ворует. Продают свою родину, вот как Жириновский. Все мы знаем. Даже я, обычный человек с Таджикистана, знаю, когда и где спонсировался создание ЛДПР. Да? А потом тихонько этот ЛДПР, скажем, уже поменял свою позицию, работал на Россию. Потому что он раньше спонсировался, создался Германия, все знают это. Никто этого не скрывает. Что получил Жириновский? Что собой то, что он зарабатывал в этой жизни со своим клоунатором? Что он забрал с собой? Что он мог забрать с собой, унести на тот свет? Ничего. Ничего не мог. Вот как обычный русский человек, который умирает, вот это гроб и 2 метра земля. Вот то, что он вся жизнь орал, кричал, завоевал себе. 2 метра земля. Ничего. Хоть ты там строй вокруг его
не знаю, хоть строй вокруг его, что ты хочешь, там дом строй, там хоть из золота вокруг его сделай. Что меняется? Ничего не меняется. Ничего. Вот это было жалко. Действительно, когда я слышал, я очень попросил, молился, чтобы он не умер. Я очень хотел, чтобы его пинали просто в центре площади в Москве, да? Народ потом понимали, что идет здесь. И его пинали, плевали на его лицо. И сказали, ну, я очень хотел, он чтобы увидел, как проиграет это великий держава, который второй армия в мире, как эта армия проигрывает, как позорно ворует ноутбук те солдаты, который Жириновский получал 1 миллион, а тот солдат 100 тысяч, 50 тысяч, и за это идет, отдает жизнь за идею Жириновского, за идею 4 человека, которые, не знаю, не головой, а другое место и начали думать. Они об этом никогда не думали, что будет вот это, вот такой конец будет. Никто его не вспоминает в интернете, чтобы сказал, да, он был хорошим человеком, сочувствую. Радуются люди, танцуют. Я понимаю, он ничего не мог делать. Он просто был оратором, как Гитлер, травящий мозгов людей. Все. Русские, мы можем, мы делаем, это наш, это... Понимаете, вот это. Из человека он мог бы сделать зверь. Просто со своими вот этими фанатизмами. А он сам был абсолютно не фанатом русский народ или Россия. Кто фанат свою родину, кто фанат свой народ, он никогда не ущемляет, не унижает, не унищает. Низшей стала эта страна, он никогда до этого не пустит. До такого не пустит. Никогда. Вот тот человек, фанат, родина, фанат своей нации. Который он старается, чтобы его народ не силой, а не гавканьями уважали, а уважали, как сейчас уважают, начали уважать, ценить украинского народа. Вот Зеленский, он действительно фанат своего народа и свою родину. Он натуры фанат. Он все делает, который сейчас в данный момент, чтобы его родина и его народ прославился на весь мир. Понимаете? И оно и есть. Смотрите, на весь мир от трамвай, троллейбус, метро, автомобиль у людей, которые простые, на весь мир поднята флаг Украины. На весь мир. Улица переименовали на Украину. Улица Украины. Понимаете это? Вот это говорится, что этот человек действительно он фанат своей родины. Он был фанатом, который он всегда, у него цель был вот так прославить свою
родину и своего народа. Вот это фанатизм. А русский Путин или Жириновский, они сделали бизнес, политику сделали бизнес для своего, для свою, скажем, нужды, для своего кайфа. Просто зарабатывали миллиардами. Не знаю, то ли на некоторый дом, который построил или купил Путин, он сам даже там не был ни разу. А зачем купить, который ты не живешь? Человеку, да, например. Ну, допустим, один дом и где-то за город один дача, который можно идти там для того, чтобы чисто работать, посадить картошку, что-то делать, сидеть, отдыхать, шашлычок делать. Хватит. Вот это вот хватит. А вот то, что они делают, вот такой дворец они купят, который на некоторые комнаты, они сами не бывают никогда. Они вот так и умирают. Строят 30-40 комнат, 50 комнат там. Если там просто пожить по сутку, по один день пожить по одной, по одной комнату, да, просто требуется 2 месяца, чтобы ты по одну сутку жил на одну комнату. По одну комнату за сутку, каждую сутку ты жил. Нахрен кому это нужен? С кем они сравниваются? С кем? Ну, нормально один дом, который ты можешь там жить, все, тебе хватит. Вот некоторые арабские шейхи, да, они до того большой автопарк для себя строили, купили те машины, которые они умирают, не сядет один раз за руль за этого машины. Они не знают, сколько у них есть машин. Вот зачем это? За что? Для кого это купить металла, строить такой ангар большой? Я не понимаю, что за это болезни у них, которые есть. Я не понимаю. Ну ладно, 2-3 машины максимум. 10 максимум, которые ты просто хочешь ездить. Ну, один спортивный, один семейный. Ну, один, скажем, чисто люкс для себя. 3-4 машины. Ну, хватит. Вот такие люди, когда приходят во власть, они никогда не хотят уходить оттуда. Почему? Потому что они хотят приобрести себе еще что-то, что-то миру, да? Они не понимают, что когда они умирают, вот просто 2 метра земля и все. Ничего с собой не может забрать. Кому это останется? Неизвестно. Еще один такого, как он, голодный, приходит во власть, и он может все забрать себе и кайфовать дальше. Поэтому истинный патриот народа, который говорит за народ, тот человек, который он не жаждется богатствами. Он делает все, что делает, для всех одинаково. Вот тот человек действительно истинный патриот. Можно того человека верить, что этот человек действительно патриот своей родины. А не на того человека, который орет на телевизор. Один журналист хороший вопрос задавал когда-то в Жириновске на что-то. Он сказал, давай продай свое, если ты так патриот свою народ, родину, да, на эта ситуация, на коронавирус был, наверное, первый коронавирус. Сказал, давай продай половину имущества свою партию и давай трать на народ.
Отдавай народу. Никогда никому этой партии ни один копейки не отдавали. Все. Они просто от вас брали, кричали: русский, русский, мы будем биться. Ни один внук Жириновского, ни один его внук или сын, или кто-то родственники не служит на армии. Нету, на Украине нету. На этой войне их нету. Мечта его деда, да, его внук там нету. А почему русским властям не взять их, одевать форму, да? Сказать, это мечта твоего деда завоевать эту территорию. Давай, сынок, вперед. Воюй. То, что твой дед мечтал. Миру на колени посадишь. Миру никто, кроме Создателя, на колени не может посадить. Никто. До этого времени никто не мог посадить миру на колени. Почему? Потому что все люди одинаковая сила у них. Вот шакала взяли и мерили его атмосфера кусания зуба, да, вот эта атмосфера, сколько кусают. И написано: шакал такой-то атмосфера. А шакал-то много. Почему не писали одного шакала такой, второго шакала другой, третий шакала такой, четвертый шакала такой, у этого шакала вообще слабый, у этого шакала такой-то? Нет. Потому что у всех шакал такой же мощь кусания. У людей тоже вот такой же сила, чтобы он не был поляком, что не был немец, француз, американец, россиян, таджик, киргиз, казах, узбек, без разницы. У всех человечества вот такой же сила. Просто некоторые балаболи есть, которые вот 4 копейка будет, 4 машина и 5 человек вокруг его будет, он думает, что он всемогущий на этом свете. И начинает: мы делаем так, мы завоюем Америку, мы завоюем Европа, мы воюем того. Вы ничего не можете воевать. Что здесь тыква растут, что ли? Или люди тыква живут? Как тыква живут здесь? Здесь тоже люди. Здесь тоже у них есть свой характер и свою силу, которая равна и с тобой, и другой. Люди, которые не выпускают патрон, один патрон не может выпускать, я имею в виду Афганистан, я имею в виду Сирия, которые были, они не могут пускать один патрон, у них нету, вся спонсируется разные страны, которые спонсируете. Они готовы завоевать мир. Все мы сделаем, иншаллах. Все мы сделаем. Что ты делаешь, который ты не можешь выпускать один патрон? Что у тебя завод есть, у тебя какое-то оружие выпускаешь. Что ты делаешь? Вот такие глупые люди, которые иногда вот такие ошибку совершают. Каждый человек должен думать, завтра что будет. Сегодня-то есть, сегодня уже понятно, что. А завтра что будет, никто не знает. Ты не единый человек, что сильный на этом свете, или у тебя есть деньги, у тебя есть киллеры, которые отдаешь деньги, они идут там, убивают кого-то, тут убивают кого-то. Но в конце концов, когда-то это тоже заканчивается. Может быть, твой очередь тоже.
Может, тоже как какой-то долбоеб выходит и отдает деньги 4 долбоебам и убивать тебе. Ты готова в тот день? Нет, да? Поэтому надо думать, прежде чем что-то делать. Надо думать завтра. Вот у нас ему Али Рахмон. Он все женщины сажает за комментарий, да? Что он не думает завтра смирится что-то. Кто-то возьмет твою жену посадит, дочь твою посадит, внучку твою посадит, всех их возьмет посадит. Об этом же тоже надо думать, прежде чем что-то делать. Или разрешать свою дочку, да, что-то делать. Давай, что хочешь, того делай. Ну ладно-то, она не понимает. Ты мужик-то, ему мали, ты должен же понимать. Говорит, подожди, я не вечно, я завтра умру. Вот Жириновский умер. Завтра я тоже все, без сил, без помощи буду перед смертью. Что будет потом? С вами что будет? Вот дочка ваша что будет? Сыновьями ваши что будет? Вот и возьмут их тоже, посадят их тоже, насилуют, убивают их, унижают их. Разве ты хочешь такого унижения? Нет, да? А зачем ты тогда унижаешь других людей? Нахрена ты это делаешь? Вот тот судья, который за деньги вы это делаете или за страха своего жопу делаете это, судите человека, а завтра не думайте, что за это будет какой-то ответ тоже. Отвечать надо будет, за это отвечать будет надо. Вот и возьмут перед тебе дочь твою что-то делает, не знаю, детям, внучкам твою что-то делают люди. Об этом вы не думаете никогда? Или вы думаете, вот есть такое и все будет до конца? Вся народ будет молчать, и вы что, хотите этого делаете, что ли? Ну ладно, он говорит, что-то говорит, допустим. Ну пусть говорит. А здесь мат причем. Комментария причем здесь. Ну написал. Человек свое мнение написал. Все. Она же имеет право на это. А почему вы убивать людей имеете право, закрыть людей имеете право, на все вы имеете право, а другой кто-то или другая кто-то не имеет права свое мнение написать где-то. Просто написать свое мнение. Вот они такие люди, которые никогда не думают. Они не думают завтра, что будет с ними. Вот точно так же Каримов не думал завтра, что будет. Что с ним сейчас? Дочка в тюрьме, второй в розыске, третий там в Лондоне, немножко на ворованные деньги живет. Что это такое? Что за жизнь? Почему один приходит, второй приходит, первого посадит, а первый приходит, второго посадит, третьего... Что это такое? Убивают. Жаждет за деньги, как собака живет люди. Люди живут как собака. За один кости они друг друга убьют, жрут. Даже иногда собака так не поступает. Оказывается, на этом свете я люблю мир животных, я всегда смотрю. Самый худший животный на этом свете это человек. Самый последний животный, самый мразный животный это человек. Столько друг друга убивают. Хотя бы это шакали толпами собираются, одного антилопа убивают, они все кушают и уходят дальше. А мы до того последний животный, который мы не остановимся убивать. У нас нет тормоза. Мы жаждем вот уничтожать, забрать то, второй, третий, весь мир, чтобы подчинялся, сказали, о, Путин, Горени. А что толк?
Ну, допустим, ты горение. Что толк конца? Все сдохнешь. Что будет дальше? Ничего. Никто ничего не понимает, что будет. Поэтому надо жить свое время, тратить на себе, знание свое, на свою страну, а после тебе что будет, не будет, это уже похрен. Салам алейкум.